11 октября пройдут выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления в 76 субъектов России. В них примут участие около 30 миллионов человек. В числе субъектов, где уже завтра пройдут выборы, и Чеченская республика. Безусловно, этот день станет историческим для чеченского народа, как день, когда в регионе прошли первые выборы в органы местного самоуправления. Сегодняшний день у нас есть опыт, у нас есть навыки. Я думаю, что мы проведем, уверен, что будут выборы. Я, как заявил и заявляю, должны быть танцы, песни и выборы. Мы готовы. Но что это такое власть народа и местное самоуправление? Европейская хартия о местном самоуправлении, принятая Советом Европы в 1985 году, дает общее определение местного самоуправления, фактически ставшее универсальным и принятое всеми демократическими государствами. Под местным самоуправлением, согласно хартии, принимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного населения. То есть местное самоуправление – это одна из форм осуществления народом своей власти, гарантированная Конституцией. Но органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, и потому оно самостоятельное в пределах своих полномочий. История российского самоуправления уходит в далекую историю. Значительные усилия к этому приложил еще Петр I, стремясь укрепить в этой системе управления элементы выборности и коллегиальности. Вторую жизнь и начинание Петра I вдохнула Екатерина II. Под ее началом создавались городское собрание, состоящее из богатых граждан, и городские думы. Однако наиболее последовательную попытку предпринял Александр II в процессе модернизации общественно-политического уклада России в эпоху великих реформ, прошедших в 70-80-х годах XIX столетия. Но только в начале XX века, накануне революции, в России либеральная концепция местного самоуправления обрела более завершенный характер. В те годы была создана Государственная Дума, сформированная на основе демократических выборов. Местные органы самоуправления получили некое завершение в виде Всероссийского союза, созданного в годы мировой войны. В наши дни местное самоуправление осуществляется на территории муниципальных образований, границы которых устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации. В структуру органов МСУ входят представительный орган местного самоуправления, состоящий из депутатов, избираемых населением, руководитель муниципального образования, который избирается населением или депутатами из своего состава, и, конечно же, местная администрация. Если в современной России местное самоуправление давно уже развивается, муниципальные выборы в стране проводятся с 1995 года, то для поствоенной Чеченской республики оно в новинку. Завтра в республике пройдут первые в ее истории муниципальные выборы. О значимости их проведения для республиканских властей и всего чеченского народа говорит то, что к выборам в республике готовились весь последний год. За это время избирательной комиссией Чеченской республики была проделана огромная работа. И, наконец, о готовности республики к выборам в органы местного самоуправления пару дней назад доложил председатель избирательной комиссии Чеченской республики Исмаил Байханов. Он подчеркнул, что для проведения выборов в республике создан 431 избирательный участок, в которых подготовлены кабины для голосования, прозрачные и полупрозрачные урны для частоты проведения выборов. Все избирательные участки обеспечены телефонной связью. От Хамберги Бог выборочно назначен подписать специальное распоряжение о содействии избирательной комиссии Чеченской республики исполнительными органами. Суда построить было условие, что территориальной комиссии, что те машины еще было выделить средства еще и яка кичу. Тогда Рина ночью хажим штамбакон и на этой избирательном участке, мосту участка комиссии, что был бешуш цани и федеральный бэкин боишь что участвовал участка и сам нос участка аталмой прозрачный полупрозрачный урнашью дальше это задает кабины что 6 миллион цайзер бюллетен дана штеги мостатик шнад авалина но там мост участка конечно что муниципальные выборы пройдут по мажоритарной системе, при которой избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший наиболее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату. Всего предстоит избрать около 3000 человек. Из них 236 глав муниципальных образований и 2560
565 депутатов представительных органов муниципальных образований. В целом же в выборах принимают участие 4162 зарегистрированных кандидата в возрасте от 21 года до 80 лет. Численность избирающихся в органы местного самоуправления, выдвинутых в порядке самовыдвижения, составила 1121 человек. От 4 региональных политических партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ участвуют чуть больше 3000 кандидатов. Накануне выборов президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что муниципальные выборы пройдут на таком же высоком уровне, как и в предыдущие годы, а жители республики исполнят свой гражданский долг, придя на избирательные участки. Местное самоуправление – это признаваемый и гарантируемый Конституцией России орган. Он решает вопросы местного значения, исходя из интересов населения, а также местных традиций. Как правило, это проблемы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. К полномочиям муниципалитета относятся принятие устава муниципального образования, издание муниципальных правовых актов, создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансирование муниципальных учреждений и так далее. По предметам своего ведения органы местного самоуправления уполномочены принимать решения самостоятельно, без оглядки на главу субъекта. Готовность Чеченской избирательной комиссии для проведения выборов на неделе отметили и глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров и министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, которые в сопровождении президента республики побывали на одном из избирательных участков в Грозном. Вот, Конституция, федеральный закон, муниципальный закон. Все. Вот это брошюрка по взаимодействию с МВД. Да. Ну сейчас ее раздадут всем. Вот. Все, готовность есть. Наше впечатление сегодня о готовности и в Чеченской Республике, и во многих субъектов говорит относительно того, что мы все примем меры безопасности и создадим условия для волеизъявления народа. В помощь кандидатам и избирателям на официальном сайте избирательной комиссии Чеченской Республики создана горячая линия, которая носит характер юридической консультации и приема возможных жалоб избирателей. Кроме этого, под эгидой Российского фонда свободных выборов открыта еще одна общественная горячая линия, которая станет органом общественного контроля на предстоящих муниципальных выборах. И еще один сюрприз: накануне 11 октября избирком Чечни презентовал новый интернет-сайт «Грозный на связи», который ориентирован на молодежь. В России данный ресурс пока еще не имеет аналогов. Цель его создания – это широкое вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь республики, адаптация молодежи к правовым нормам в обществе и ее активное участие в общественной жизни. До выборов осталось всего несколько часов. Ровно в 8 утра избирательные участки откроют свои двери для избирателей, и тогда ответственность за будущее чеченского муниципалитета уже полностью будет зависеть от активности электората. И потому хотелось бы им напомнить, что муниципальные выборы – это важнейшая составляющая всей муниципальной реформы. Таким образом, власть максимально приближается к народу, обретает финансовую самостоятельность. При этом роль людей в предстоящих выборах особенно важна. В управленческие структуры важно избрать таких представителей, чтобы эти самые структуры заработали в полной мере. Муниципальная администрация не может улучшить жизнь людей, если в ней окажутся руководители, не имеющие никакого представления об управленческой деятельности. Поэтому и появился термин «местная власть – это народная власть». А потому участие в муниципальных выборах – это важный вклад каждого избирателя в улучшение жизни каждого гражданина, а также дальнейшее развитие села, района или города, в котором он проживает. Nähdään, että bu vibbarkabaan. Vibbarkabaan şey lakin daç bu yurtte bu takar glavreonç bu dan tersdana vibbarkabak leş. Aved fakt ve ta hudu ve dikne hudu dan ve sun masar da hor dan förbund med kida kandidat dan desiatki sotnik kandidat var dan ve aydal doşdu ve aydal sin dan ve kida bohba ta ustra deş bu ve boşin tasgılı approach kadana hodak içen karşısı 3 vakat ters baş ara toğurdu boş. Bu taran bol da 99% da 9 alanı.